Всем привет! С вами подкаст «Женщины беспокойного ума» и его авторки. Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черегдинова. И сегодня мы поговорим на очень любопытную тему, по крайней мере для нас. Условно она называется «Женщины и суеверие». С чего вообще тема началась? Ко мне обратились с просьбой написать текст для рекламы, видеопродакшена, для целевой аудитории, типа женщины, которые там гадают на таро, бла-бла-бла, и они, дескать, адресуют свои послания для женщин. И я задумалась, а действительно ли клиенты вот всех этих тарологов, нумерологов, астрологов, гадалок, это в основном женщины. Если это действительно так, то почему? То я не припомню. Чтобы мужчины задерживались на таком контенте? Что мне даже такое рассказывали, так, дескать, я ходил тут к нумерологу, знаешь, и мне сделали расклад. Там, не знаю, может быть, зависит от отношения к этим знаниям. Мы же без скептицизма, без осуждения всех этих знаний. Сразу говорю, что лично я нормально к этому отношусь, в плане, что если это работает, если это помогает там выстроить какую-то свою жизненную линию, там, я не знаю, как сказать, там, продвинуть какие-то свои дела, добавит тебе уверенности в твоих поступках там, или намерениях, то почему нет, надо пользоваться. Более того, я тебе скажу так, это, конечно, смешные факты из нашей жизни. Когда мы пытались как-то продать свою квартиру, мне мама там буквально скидывает какие-то там инстаграм-ролики про вот такую вот бытовую магию, как убыстрить или улучшить процесс продажи. Надо было там совершить определенный ритуал и все это сделать. И я, естественно, со смехом рассказываю это своему мужу. Ну, как бы так немножко подшучивая над этим, частично где-то веря, где-то не веря. И на что я ожидала, что муж скажет, ну, типа, какая такая ерунда. Что муж мне говорит, я в это не верю, но ты сделай. Он тебе делегировал, да? Да. Я в это не верю, фигня это, конечно, извините за подробности, да, но ты это сделай, вдруг сработает. То есть мужчины в этом процессе, как мне видится, они такие отстраняются, типа, мы же слишком серьезные, чтобы верить во все это, да, чтобы делать это, мы слишком серьезные, мы слишком умные, а вы, женщины, типа, можете этим заниматься, да. А плоды, если они будут удачными, разделим на всех, да. Очень интересно. То есть тут очень много, в принципе, бытовой ритуальной магии, которая уже закрепилась на уровне, не знаю, ну не привычек, но на уровне даже каких-то обрядов. Ну, соглашусь, мы же с тобой там про культурный код казахов делали наши проекты, и там это встроено. Давай. То, что было когда-то бытовой магией, будем говорить так, ну вот, допустим, да, когда ребенок там рождался, по-моему, помнишь, есть это, что послед нужно было закопать под порогом юрты, да. Это про выживаемость, про здоровье, про будущее. И это суеверие. Сейчас мы можем рассматривать это как когда-то было это суеверием. Да? Они верили в то, что это сработает. И в это верили одинаково. И мужчины, и женщины. Кстати, да, точно. Вся семья просто. И теперь это уже стало какой-то традицией, да, там, которой... За которую почему-то отвечают женщины. За которую отвечают женщины, но верят все, безусловно, в плане, что никто же не закатывает глаза, зачем это делать, да? Ну, просто все делают это. Ну да. Как будто это испокон веков, знание какое-то пришло к нам и закрепилось. Да, я еще, кстати, подумала по поводу там суеверия спортсменов перед соревнованиями, как-то это вообще признанная штука. Опять же, никто не отменял счастливые номера на автомобилях, за которые тоже как бы мужчины платят деньги с удовольствием, и как-то вот ничего против этого не имеют. Давай я сейчас, пока не забыла, давай мы сверимся с понятиями, да. Аппаратом, да. Суеверие – это предрассудок, в силу которого многое происходящее представляется проявлением сверхъестественных сил и предзнаменованием будущего. Ну, в принципе, так мы его и воспринимаем, суеверие. Ну, помнишь, мы когда делали про этнографию кочевников, мы перечисляли всякие табу, всякие запреты и поверья, они сохраняются
Ну вот, когда ребенок рождается, как-то очень Но вернемся к вопросу. это Действительно актуально. ли, вот как ты чувствуешь, действительно ли это присуще больше женщинам? И почему? Я сейчас сама задала вопрос, сама начну отвечать, да, такая, Давай, я пока что подумаю. я так думаю про себя, что, наверное, это от как у некоего такого разделения все-таки, да, что женщины это про жизнь, Мгм. да, а мужчины это Про действие. про действия какие-то, что ли, ну что-то, в общем-то, за вот выживание рода, за продолжение рода, за то, чтобы там жизнь в этом доме продолжалась, за то, чтобы в очаге всегда горел Мгм. огонь, за и все действия вокруг этого, это все равно отвечала женщина, да? Да. Она рождала ребенка, она совершала все действия, чтобы он выжил. А мужчина как будто бы более на глобальном уровне занимался какими-то Ну вот делами. здесь я с тобой Нет? немножко готова поспорить. Если брать бахсы, шаманов, которые настраивали войска перед сражением, это же тоже такое, они обращались к аруахам, это же такое магическое Нет, ну, действие. это магическое действие, но я бы не сказала, что это можно как-то в одном русле с суевериями Почему? обсуждать. Сверхъестественное, то, что нельзя увидеть, то, что касается предзнаменования будущей битвы. Почему нет? Может быть. Вот, кстати говоря, все-таки, если относить это в сторону как бы женского тогда, Мгм. то помнишь, я тебе рассказывала, что читала книгу Марии Татар Мгм. про тысячеликая героиня, по-моему, называлось произведение. Вот там говорилось о том, что вся бытовая магия, вот это была прерогатива женщин. И это был их способ коммуникации как друг с другом, Мгм. так и с внешним миром. Она это связывала с тем, что у женщин было очень много возможностей просто вот как бы вербально там доносить свои мысли. К ним никто не прислушивался. Просто молчи, женщина, вот этот, видимо, нарратив существовал с давних времен. Мгм. И она высказывала свои мысли по поводу чего-либо только через вот такие какие-то ритуально-бытовые действия, и в том числе через рассказывание сказок. Мгм. Ну, вот эти заговоры, Да-да-да, привороты, вот это все да. это вот И из им же этого это все арсенала. потом как бы обернулось всё очень жесточайшими преследованиями. Вспомни, Мгм. что когда женщина достигла уровня как бы влияния на какие-то вещи, колдовство, это, да, Ведьмовство. ведьмовство, это обретение некой силы, за которую потом начали этих женщин наказывать. Все эти Ага. костры, обвинения в использовании сил в зло. Мгм. Плюс вот это вот, да вообще это вот что-то такое очень низкое, Да, недостойное то есть и там. изначально это было нормально, то есть вся семья, будем говорить так, сообщество, в котором они жили, они пользовались тем, что Мгм. эта женщина может там воспользоваться какими-то силами, там сделать как-то там, излечить, я не знаю, использовать какие-то корешки, там травочки для того, чтобы поднять кого-то, да, там все этим пользовались. Но как только понимали, что она обретает какую-то Мгм. силу Мгм. и власть, Это то сразу все это да, сразу это пригашалось, да? приглашалось, и Интересный уже взгляд. не давали возможности ей дальше развиться. А вот я сейчас задумалась, хорошо, ну, Мария Татар, она, я так понимаю, брала какой-то европейский, ну, обобщенный опыт, Ну, может быть. в общем-то, да. А вот, я подумала, а как в кочевой, среде это было? Я вот так подумала, что да, сказки рассказывали о Пашке и Ожешке, то есть это такой Мгм. воспитательный такой инструмент, Мгм. это легально и это поощрялось. А всякое знахарство, приговоры, ну да, тут как бы есть, не Вспомни сжигали, короче, за вспомни эту, это. жрицу, которую реставрировали, лаборатория Царская? Крым, да. Мгм. Ой, и вот эти вот символы папоротника, это что она была Министром, как это, Железного века, здравоохранения. здравоохранения Железного Да. века, Да, Бронзового она же века. женщина была тоже, да. То Представь, есть какие как у нее будто бы могли немножко быть другое, да, полномочия, да. ощущение было. Но при Ну, этом мы как будто бы пришли к той точке, где это стыдно этим заниматься. Ты так это, в как это, смысле про нумерологию и прочее, прочее? ну, типа, теперь твою как будто исконную привычку, да, Мгм. монетизирует кто-то, и ты вот за это расплачиваешься как будто. Я Не так не не услышала не. в твоем Не-не-не, ни в коем случае. пересказе. Просто, возможно, всеми этими знаниями мы могли бы владеть тоже, если бы занимались. Опять же, это говорит о том, что это не просто так, не абы как. То есть это определенный пласт сведений, которые нужно понять, изучить и там и так далее. Поэтому все эти нумерологи не зря берут деньги. Понятно. То Понимаешь? есть То это есть то, что мы сами великолепно умели делать, кто мы знает. По перестали этим крайней мере, мы заниматься. пользовались определенными элементами бытовой магии, будем так говорить. Согласна.
пользовались. И ныне очень часто, там, я не знаю, как у вас в семье принято, но у нас, если вот, например, младенец, там, ребенок или еще что-то побывал там в шумном сообществе и так далее, а домой пришел и беспокоится, наши ачейки обязательно там и это казахский тукрып, да, это бетін шайып, быстренько как бы от сглаза его очищает. Это тоже бытовая магия, да? Это тоже с кем-то более прогрессивным воспринималось бы как суеверие, или там какая-нибудь молодежь скажет, фу, там этим своим адреспаном чего-то там обжигают, или там арша у казахов в Восточном Казахстане, да? Окуривается, что это какой-то там прошлый век, это какое-то дикое непричесанное суеверие, да, там. И точно так же, может быть, когда-то нумерология будет восприниматься, да? Когда мы дойдем до уровня каких-то метафизических слоев, когда будем знать свое будущее на раз-два. Да, очень хотелось бы знать будущего этого выпуска подкаста. Давайте мы так это выражим, что он станет очень успешным, популярным. Да. Как подписывайтесь на нас в социальных сетях, делайте перепосты, комментируйте, ставьте лайки. Итак, о каких суевериях, приметах, поверьях и табу вот сейчас мы можем говорить? Что сохранилось? Ну, точно казахское это жеті шайпек. Это разве суеверие? Ну, да. Ну, вот мне на днях приснились покойная бабушка, Апашка моя, и двоюродная сестра. И я позвонила маме, мама сказала, ну, вот они хотят шайпек. Я сделала шайпек. И для меня это было очень естественно. Хотя я вообще не стряпаю ни разу. Ну, для меня это очень естественный процесс. Вот, я знаю, что моя бабушка так делала, моя мама так делает. И ты делаешь, правильно? Да, я думаю, что... Что еще припоминаешь? Ну, вот про счастливые номера на автомобилях я знаю, потому что мои мужские родственники все любят очень хорошие, красивые, счастливые номера на автомобилях. Это сохраняется. Вот. Еще есть такой забавный, любопытный пример. Мои родители, они у меня пенсионеры, им уже за 70. Вот они однажды вместе пошли к какому-то, не знаю, гадатель, наверное, гадатель, мужчина. Вот это мужчина был. Я маме говорю, да вы что, вместе? И что, папа там не смеялся? Нет, вместе кто-то отвез меня. Все, мы зашли к нему. И что? Я говорю, что он потом, что он сказал? Мужчина этот, значит, взял, говорит, мою руку, посмотрел на меня, и потом сказал, говорит, это у вас не первый брак. Я говорю, мама, а вы что? Ну что, говорит, мы с папой так переглянулись, говорит, положили, говорит, 500 тенге и ушли. Говорит, как комментировать? А это первый единственный союз брачный у моих родителей. Вот когда человек так берет на себя миссию какого-то такого пророка или все знатели, и вообще как бы не разузнав психологически, как-то не подстраховавшись, не выспросив у клиентов, да, вот что-то такое выдает, я думаю, что про шарлатанство. Я думаю, поэтому вот это вот, когда ты говоришь про каких-то, ну даже не ты говоришь, я сама вижу в лентах вот, женщин или там мужчин, которые там купите вебинар по прокачке женской энергии. Вот это то, что я терпеть не могу. Вот это меня триггерит. Это шарлатанство. Изначально, как бы, я и хотела сказать, что к нумерологам, там, астрологам и прочему у меня вопросов нет. Они отрабатывают как бы там, запрос. Что-то там, да, вот, недоступное нашему, может быть, рядовому пониманию, но им видится все это, да, там, в пересечениях, линиях, звезд, там, дев в каких-то там домах и прочее, прочее. А что касается вот этого определения, что существует какая-то женская энергия, которую нужно прокачать, чтобы твой мужчина там процветал или еще что-то, вот это вот чистой воды спекуляция. Вот этими самыми представлениями о том, что существует какая-то женская энергия, существует какая-то мужская энергия. Я думаю, здесь еще какая штука. Там же какой крючок? Вот у таких месседжей, да, что с тобой что-то не в порядке, с тобой что-то не в порядке, и ты должна это как-то что-то с собой сделать, чтобы был в порядке рядом спутник жизни, партнер. Это какая-то очень такая хитрая штука, где женщина, она, ну, объект, она не субъект, она не автор вообще своей жизни, не авторша своей жизни. Некоторое время назад, а может быть и сейчас, я просто не слежу, в Астане была популярная некая, не буду называть имен, ханым, которой вот столичные дамочки все толпами ходили, и вот из ее уст я прям сама слышала вот эти месседжи про то, что там, если женщина во благости, то, соответственно, ее мужчина во благости. Но это, опять же, тебе как женщине отводится какая-то второстепенная роль,
Она может быть и симпатичная, эта роль Мгм. какой-то музы, вдохновительницы, да, ничего в этом плохого нет, но не только эта роль, да, чтобы ты не, как бы, звучит месседж о том, что ты все время во второстепенном положении. Мгм. На 2 шага назад отойди и просто выполняй свою миссию по вдохновлению там чего-либо, кого-либо. А где твоя здравая агрессия на свершение чего-либо, да, твои собственные желания, там, Может быть, амбиции. амбиции Да. здоровые, да. Ну, то есть это все, конечно, спекуляции, манипуляции. И Оставайтесь собой, в общем-то, не надо никакую женскую энергию прокачивать, просто действуйте. я соглашусь с тобой, а при этом я подумала, знаешь, про этнографический материал, который обязательно содержал всегда главу о суевериях у кочевников. Я почему Мгм. подумала еще, когда готовилась к сегодняшнему разговору, у меня был вопрос теперь уже к тебе. А может быть, у нашего восприятия, что запрос больше всего у женщин на суеверие, да, может быть, у него есть какое-то историческое обоснование, как тебе кажется? Женщина, она же более чувствительная, Мгм. в отличие там, ну, мужчинам, по крайней мере, не разрешается быть чувствительными, правильно А, же? Это же другое уже, как бы, другая сторона медали, что женщина, она более чувствительная, более тонкая по восприятию, поэтому она как бы склонна вот это вот принимать. Какие могут быть исторические предпосылки к этому, я даже не знаю. я хочу просто зачитать как пару фактов, Мгм. вот, и чтобы прокомментировать. Был такой путешественник в Амбере, очень известный и популярный, и он писал о суевериях у женщин, у кочевников. И он понимал под это обычаи и обряды, не соответствующие нормам классического ислама. И э, вот эти суеверия и обряды, они как, ну, предшествовали появлению вообще ислама в этом Мгм. регионе. Я не про то, что мы не очень как бы специалисты по поводу религии, там все, ну, как бы, а, э, не затрагиваем ничьи чувства верующих, вот. Но при этом есть некие обычаи и обряды, которые застали наши путешественники, вот. И И зафиксировали. да и зафиксировали. И вот я процитирую, Вамбери писал: «Суеверие, особенно развитое между женщинами, поистине стоит самого серьезного изучения. Оно охватывает собой как четырехлетнюю девочку, так и старую женщину. Суеверные обряды строго соблюдаются и при раскидывании платка, и при доении скота, и варке пищи, при придении и ткании, и даже гораздо строже, чем законы ислама». Интересно, да, наблюдение? Мгм. Хорошая цитата. А он писал об этом там в 1800 каком-то году. Это не мы придумали. А вот еще был этнограф Снесарев. Он исследовал традиционные верования населения Хорезма, ну там и соседних Мгм. территорий, и он писал, ну ему так казалось, что существовала некая женская религия, которая сложилась у женской половины населения Центральноазиатского региона. Эта религия не отрицала основ ислама, но при этом ориентировалась и на местные доисламские религиозные представления. И вот он считал, что вот этот многообразный комплекс религиозных представлений и действий, анимистических, магических представлений, культа предков и природы, культа святых и их могил, всегда коренится в глубинах семейного быта. Хранителем пережитков этого рода является женщина. Это он написал в 1957 году. Любопытное, да, наблюдение? Любопытно. Я сейчас подумала о том, что с самого начала, там, я не знаю, помнишь, мы в каком-то из выпусков приводили пример древние там полинезийские какие-то племена, Мгм. которые там, уходя на рыбалку, мужчины там уходят на своих этих лодчонках в море, а женщина при этом должна сидеть дома у окна и смотреть в одну точку, не двигаться, не ходить в туалет, там еще что-то. И самое главное, не расчесывать волосы, а Мгм. то, не дай бог, там рыбалка не удастся. То есть как-то вот как-то так сложилось, что за удачливость у мужчин почему-то всегда отвечают женщины. Но вот та самая древняя женщина, неважно, там, полинезийская ли, или кочевница когда-то там в степях, да, Казахстана, у них, видимо, так много было забот, Мгм. ну, просто, слушай, по быту, да. Если у коровы плохой надой, кто виноват? Женщина виновата. Что надо М. сделать? Заговор надо делать, Ты какие-то ритуалы надо шаманить, чтобы все это работало, да? То есть, может быть, все это было как-то придумано, но я сейчас, может, бред несу, для того, чтобы облегчить свою ношу. Просто банально. Ну да, представь, если ты рожаешь ребенка, да,
помимо того, что в тебе бушует вот этот вот окситоциновый шторм, да, и ты готова свою жизнь отдать за это маленькое существо, ты еще перед всей семьей, перед родом отвечаешь за то, чтобы он выжил, вырос. М, И ты, конечно, будешь там, я не знаю, ну хоть на голове ходить м, вокруг м, него, мгм. делать какие угодно заговоры. Скажут, что там, чтобы ребенок хорошо рос, надо его там, ну, я не знаю, там что-то с Бараньим ним, жиром бараньим смазать, жиром смазать. Ты будешь парником, смазывать. да-да-да. Ты будешь Мгм. делать все, чтобы ребенок твой вырос, укрепился, чтобы стал кем-нибудь. Но при этом я вот всё-таки, То есть, предполагаю, что понимаешь, повторяются те действия, которые все-таки успешные, ну да, эффективные. вот наверняка там были случаи, когда это все не работало, Мгм. но я к тому, что я не отрицаю, как бы не умаляю роли отца в воспитании детей, да, я все-таки это более такой яркий пример, Мгм. да, но ни один отец за своего ребенка так не борется, как мать, Ну да, до в определенного общем-то, момента да. он очень сильно зависит именно от Понимаешь, усилий мамы. у них какие-то другого уровня задачи. Не скажу, что они там выше по уровню или еще что-то, просто другие задачи. А у женщин вот такие задачи. Вот я поэтому и И для подумала. обеспечения вот этого всего нужна вот эта бытовая магия, которая дает им веру, возможно, или укрепляет их в мысли, что все у тебя получится. Это вот как, не знаю, нынешний, можно было бы сказать, там, как раньше, я не знаю, когда мы студентами были, перед экзаменом у нас тоже были всякие фишки, там, знаешь ли, э, Покричать в зачетку. да, покричать зачетку там, или в окно, в форточку кричали там халява, что-то в этом роде. Какие-то были свои фишки. Понятно, что, может быть, это никак не работало, но это тебе Успокаивает. давало возможность психологическую на что-то опереться. Это твое плечо поддержки было, Мгм. что я-то уж точно все ритуалы выполняла, оно не может не сработать. Я завтра сдам этот экзамен. Вот так. Поэтому заговорила вот, про, может быть, исторический контекст того, что, правда, за суеверие как будто бы отвечали женщины. Ну, Видишь, получается, приезжие да. люди на это обратили внимание, что один в конце 19-го, что другой в середине 20-го, и что это была среда кочевая, это была среда оседлая, да, но при этом за эту часть отвечали как будто бы женщины. Ну, не как будто они, Ну вот, женская религия, кажется, у нас была, да, видите, в в Центральной общем-то, Азии. Ну что, любопытно. Вот это, кстати, как-то фактаж, который невозможно игнорировать. ну вот смотри, а если женщины, все-таки мы делаем вывод, да, склонны к определенным суевериям, Мгм. это им необходимо, ну не знаю, в качестве ментальной поддержки, может так Ну да, выразиться? это рефлекса Да. То почему рефлексия. былички, а былички это у нас хоррор-байки, Да, если современным наша словом любимая сказать, да, тема. рассказывали больше мужчины. Вот как ты это объясняешь? Как будто бы мы имеем дело с каким-то, проявлением, которое, как-то не мэчится со стереотипом, что, э, женские суеверия, да, Мгм. а мужчины вот, условно говоря, не сплетничают. Они просто рассказывают былички, хоррор-истории. А это что же очень близко к суевериям, очень близко. Что Былички? есть некие кровососущие вампиры, есть какие. Да, давайте пока не забыли, далеко не ушли. Былички – это такие истории, которые зафиксированы этнографами в конце 19-го, начала 20 веков. Это не совсем сказки, не совсем жир, не совсем поэма, не совсем стихотворение, не совсем там еще. Это вот такой хоррор истории, Жанр? который, да, жанр, который обязательно пугающий, который рассказывается в специальной обстановке, в темное время суток. Мне кажется, что я так представляю, раньше это называлось как-то ночное, когда там скот надо ночью пасти, и вот они собираются возле костра. Но женщины этим не занимались, этим занимались чабаны. Вот они и рассказывали, что где-то Да, там то есть оглянулся, хрустнул какое-то чудовище на коня, конь бедный писает кровью, это вот такой да-да. антураж вокруг, это хоррор вообще. Да, или заночевал там в Мазаре каком-нибудь, да? Да, и к тебе явился какой-то неизвестный человек, а это твой усопший родственник. Ну, что это, как не сверхъестественные истории, и очень близко попахивает суеверием вообще-то. Но это об этом рассказывали, это чаще всего изучалось из уст, мужчин, потому что это же рассказывалось на аудиторию определенную, на Конечно. слушателей. А как мы помним, женщинам лишний раз рот раскрывать не давали. Ну да, много, Поэтому да, этот там, жанр взяли для себя мужчины. вот. И поэтому за суеверие в этом аспекте отвечали мужчины. И благодарная аудитория мужская. Да, воспринимала Вот. это. Ну, Присказки, предостережения, например, про албасты или жестернак звучали от апа. ну вот я как будто бы
Сверяюсь с тобой. По-моему, Да. это Ну сказки да, какой-то это школа сказывали. жизни некая такая, воспитание, ликбез, потому что как иначе детей предостеречь от опасности? Там, не ходи за тот овраг, там же знаки. Или там «Веди себя хорошо, а оба стола Да, тебя да, берет». да. Но при этом тут еще, видите, как мне кажется, что очень важно подчеркивать, что это вообще мифологический мир, это очень важный пласт культурный. Да. И он, ну, серьезнее, чем просто байка какая-то там на заваленке, чтобы ребенок не убежал за овраг, не свалился. Это очень важный пласт культурного кода и вообще Да, это информация, которая формировала представление о восприятие жизни, мира. о мире и прочее. Да-да-да-да-да. То есть это, конечно, близко к суевериям, но только если как бы Она очень более не идеологически углубляться, да, в выстроена. это, да. Ну, в этом смысле женщина выступает неким таким агентом, проводником традиционных знаний. Да, да, соглашусь. У нас, кстати, есть подкаст, обязательно послушайте. Он есть на "Ютубе", он в аудиоформате. Он так и называется, "Женские образы в мифологии кочевников". И мы когда-нибудь, кстати, вернемся к этой теме, потому что мифы, тема оказалась необъятная, очень интересная. И с новыми знаниями интерпретировать тему очень интересно. И мы обязательно, будем пользоваться теми источниками, о которых часто говорим. Это работа Чуканова-Лиханова, это работы, например, Инги Стасевич. Вот я процитировала, 2 путешественников, а это взято из работы Инги Стасевич "Социальный статус женщины у казахов. Традиции и современность". Знаете, когда у нас был всеобщий всплеск интереса ко всяким суеверным вещам? Ну-ка. Когда были в Алмате серия подземных толчков, землетрясения. Вот тогда мужчины и женщины без разбора, без возраста вообще, все живо интересовались всякими такими предсказательными Предвестниками. штуками. Да, 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 да. И в этом плане они ничем почти не отличались, на мой взгляд, от какого-нибудь кочевника, о котором писал Чукан Валиханов, который там говорил, фантазировал, что гром – это вот некий небесный жеребец, который вот скачет, Скачет по нему. от топота копыт которого идет сверкает молния, идет гром, и он делал некие магические вот ритуалы. Страх нас всех объединяет. Страх и некая как бы попытка, да, объяснить происходящее. Вот. Это То очень есть, важно. несмотря на прошедшие года, тысячелетия, что тот кочевник, живущий в степи и наблюдавший небо в свой шанарах, да, что мы, живущие в На высотках, 13 этаже. мы до сих пор не понимаем природу некоторых происходящих вещей. Я считаю, что мы прямо отлично завершаем сегодняшний разговор. Да, с вами был подкаст «Женщина беспокойного ума». Меня зовут Айгуль Черендинова. А я Айнур Мазибаева. До новых встреч. Услышимся.